орысша бірдеңе айтшы. Білмеймін, орысша. Айтып көрсейікші. Здравствуйте. Здравствуйте деген алайда. Представьте себе ситуацию. Русский парень, выросший в Казахстане, прекрасно разговаривает на казахском языке. Его речь чистая, белая, без акцента, словно он всю жизнь жил только в казахской среде. Но вот что удивительно, по-русски он практически не говорит. Из русского языка он знает лишь одно слово «здравствуйте». Звучит невероятно, правда? Но такие истории действительно случаются. Это отличный пример того, как культура и язык народа становятся частью жизни человека, независимо от его национальности. Этот парень рос среди казахских друзей, учился в казахской школе, слушал казахские песни и смотрел казахские фильмы. Естественно, казахский язык стал для него родным и самым привычным. Когда он выходит на улицу, люди сначала удивляются. Как так? Русский парень и только по-казахски. Но потом приходит осознание. В этом нет ничего странного. Казахстан – многонациональная страна, и каждый имеет право свободно выбирать язык, на котором ему удобно думать, чувствовать и выражать себя. История этого парня вдохновляет многих. Она показывает, что язык – это не просто средство общения, это целый мир, в котором живут традиции, уважение к старшим, музыка, поэзия и история народа. И если ты любишь этот язык, он откроет тебе двери в культуру, делает тебя своим, каким бы ни было твое происхождение. Здесь самое важное – уважение и искренность. Этот парень не просто выучил казахский язык ради учебников или экзаменов. Он полюбил его сердцем, и в этом настоящий пример дружбы и взаимопонимания между народами. И знаете, его история – это не только про знание языка. Это про уважение к культуре, про стремление жить в гармонии и про то, что национальные границы не мешают людям быть настоящими братьями.